пообщаемся так. Давай. Ну как зовут тебя? Давай знакомиться. Ты мне писал, по-моему, да? Да, зовут меня Руслан, я тебе писал, да. Я Да. тебе писал. Я тебе салам там кинул в Ютубе, подписался на Я тебя. видел там лезгин там туда-сюда ты написал. Да, да, писал я тебе, Да, брат. да, я читал. Ну как у тебя дела? Как у вас там в Москве, на России? Ничего, альхамдулилlah, так все потихоньку, потихоньку. Вот. Работа, дом, учеба, немного спорта, заботы, хлопоты. Стандарт, да, для людей. Ну да, как обычно, Я рутина. просто с братьями тоже общался. Вот вчера с одним пацаном познакомился с Ингушетии. Вот, очень, как тебе сказать, начитанный тоже такой пацан. Мгм. Он поддерживает эту ситуацию. Ты знаешь, что тут недавно, короче, была встреча делегаций Дагестана и делегаций Чечни по поводу территории, короче. Если ты слышал, да? Да, я Может, видел что-то, я конкретно ничего не знаю особо, но что видел. мгм. Вот, и, короче, они говорят, там, типа, ничего не будет, там, не кипишуйте, говорит, мы так просто, говорит, черточку проведем, но мне кажется, там ситуация такая будет, что потихоньку будут двигаться, короче. Ну, Вот. а для чего делается, думаешь? Я думаю, для того, чтобы одного человека поставить полностью на Северо-Кавказском регионе, это будет делаться. Кадырова ты имеешь в виду, да? Возможно. Ага. А зачем тогда границы определять? А я вот не понимаю тоже, понимаешь, два региона в одной стране, вот, и идет какая-то граница. Хасавюрт, если ты знаешь такое место, Может, они отделить решили Чечню? отделить? Да. Не, отделить не вариант. Отделить пока не А вариант. для чего тогда границы? С ингушами сейчас проразделились, а сейчас с дагестанцами делят границу. Для чего? Я думаю, это идет какая-то эта интрига, короче. Людей лбами сталкивают, очень жестко причем. Вот. Я знаю, что есть целая команда в Питере, которая сидит, работает на пропаганду Ютуба и всего остального. Контакт, ну, в общем, всех соцсетей, которые есть. Ну, вот эти Вот. тролли, которые. Да, 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 да. Как я знаю, короче. Ага. Вот такая ситуация. Ну, а как в Но Москве обстановка? Как ситуация? Москва живет, Москва выживет, мне кажется, по-любому. В Ну, Москве вся движуха. В Москве очень много наших братьев. Вот. Наверное, больше, чем на Северном Кавказе. Больше, ну, чем в любом другом регионе. ну, чем больше в Север, другом, да, чем на Кавказе, конечно, нет. Ну да, больше, много, да, я знаю. ну, они едут не от хорошей жизни, а они едут в Конечно. поисках работы, там, еще чего-то там. Вот. Ну, основная масса едет, конечно, в поисках работы, Мгм. потому что, сам понимаешь, у нас же везде, вот, даже в Дагестане возьми, да, то есть, как бы, можно купить себе даже это, как должность. Ты знаешь это? Где купить? В Дагестане? Ну, я не знаю, как сейчас, но вот буквально там несколько лет назад можно было так сделать, короче. Конечно, можно. Всегда так было. Любая должность стоит денег. Ну, кроме денег, еще связи нужны, чтобы там выйти на кого надо. Там, то Короче, есть, я тебе так скажу, если я, допустим, аварец, да, я мэр Махачкалы, то есть вокруг меня будут все стоять аварцы, вот, это будут мои дальние родственники там или еще кто-нибудь там, ну, я тебе, да, то есть как бы, ну как как, есть говорю. да, да, да. Вот, я хотел с тобой, знаешь, какую тему обсудить? Вот, то, что около 400 тысяч лезгинов остались на территории Азербайджана, Я вот, знаю. и сейчас идет такая политика, их отправляют воевать на Карабах, вот. Азербайджан же это та республика, которую Сталин сделал, как я знаю. Ей 100 лет всего лишь. Такой нации нету и не было. Я как знаю, там живут горные татары, жили изначально. Чуть-чуть агулов, чуть-чуть сахулов, вот, чуть-чуть рутулов, вот. Хаджи Давуд еще был такой по истории, когда-то очень давно, в 18 веке, все забыли его. Он воевал за эту территорию. Там, я тебе скажу, процентов 30 юждаговской земли. Она почему-то отошла на территорию, короче, Азербайджана.
когда эта дележка была вот в 91 году, Мгм. вот этот момент, ты не знаешь это, Асад? У меня было дело, я защищал человека из Юждага, группа такая была у вас, Буйнакские огни, по-моему, называется, да, город там есть такой? Да, есть, огни, дагестанские огни. Дагестанские Мальчик, огни. Дагестанские, там, да-да-да. Там юждаговская группа была, но она там фигурировала в уголовном деле как юждаговская. Лезгин там был руководитель, сейчас я фамилию не помню. И я тогда узнал много очень о лезгинах, когда там общался, и там материалы там разные знакомился, изучал. Лезгинстан, по-моему, был такое, как государство, образование такое было какой-то период времени. Так я, ну, вопросом не владею, в принципе. Как чеченским вопросом я, конечно, не владею лезгинским вопросом. Но я тогда узнал, что да, в Азербайджане на границе с Дагестаном живет очень много лезгин живет. И по поводу вот Азербайджана, вот этой ситуации, я не могу сказать, что я в этом хорошо разбираюсь, конечно, но я знаю, что дагестанцы, ну, лезгины очень много сражались за свою независимость, за свою государственность, очень много сражались. И с успехом сражались какое-то время. да, до совка. Да. 400 тысяч лезгинов, 20%. Там граница, это река Самур, Вас короче, всего горная река. сколько? Как? Всего сколько вас? Нас около, сейчас скажу, если не соврать, чуть больше 2 миллионов. Да? Это на Кавказе, в Дагестане сколько вас? Ой, очень мало. Основная масса в Сургут перебралась. И в Москву, да? Да. Сургут. Ты как Сургут. видишь, это моя правая рука ты видишь или левая? Я вижу. Сейчас, подожди. Левая рука же. Я с фронтальной камеры через планшет. И она как, вот моя правая. Мне просто многие пишут. Не, братуха, не обессудь. Я просто, может быть, что-то сейчас, если мы что-то лишнее есть, скажем же. Да, просто меня найти будет легче, чем тебя, поверь. Да. Нет, я тебя кубиками замажу, конечно, и поэтому, ну, мы с тобой ничего особо не говорим, не обсуждаем такого, ну, кроме там Азербайджана, там и... Любая социальная нотка, короче, она, как тебе сказать, она сразу как его, как бы правильно сформулировать-то, она, то есть, как бы, если ты там начинаешь какие-то, ну, движения в плане, там, ты против, там, я против этого, то есть, особой свободы слова, прям такого громкого, свободного слова нету. Да, я знаю. То есть, как бы, есть даже поговорка, сильно не шуми, а то голова пострадать может. В Москве гуляет такая поговорка. Да. Короче, еще проблема, знаешь, какая у наших братьев, короче, у всех, да, на Кавказе. Мы делим друг друга. То есть доминирование идет там. Допустим, эти там тех делят, допустим, даргинцы лучше этих и тех, короче, там кабардинцы считают, что они лучше там других или эти те. То есть как бы нет такой прямо конкретной сплоченности братской. Над нами работают. Работают конкретно, вот, этот ударил того, обидел, оскорбил, этот не этот, там, лесбины не мужчины, те не те, эти не те, короче, ну, как ты знаешь, и исходя из этого, то есть, как бы, да, вот, тяжело будет там что-то сделать вообще, в плане объединения там и всего остального. А так, я тебе скажу, что, в принципе, на Северном Кавказе полно ресурсов для того, чтобы самостоятельно жить. Конечно. Но это будет не... Если мы разделимся все по регионам, мы не выживем. Если мы все регионы объединим, которые там есть, так будет легче. То есть под одно знамя какое-то. Конечно, как Евросоюз, например, объединился, так и будет. Ну, смотри, там знаешь, какая ситуация. Если, ну, над нами, конечно, работают. И сейчас, так сказать, элита наша, да, чеченская, дагестанская, там, карачаевская, кабардинская, ингушская,
эта вся элита взращенная оккупантом. Этим людям дается зеленый свет, они занимают посты. Когда Дудаев в 91 году пришел к власти, они захватили здание КГБ, гвардейцы наши, и оттуда много-много агентуры, данную на агентуру добыли. И Дудаев просто, ну, надо было, конечно, провести тогда иллюстрацию, но он ее не провел, потому что не было кадров. Просто не было кадров поставить. И они те приходили, клялись на Коране, что они все будут теперь служить свободной Ичкерии, Советский Союз в прошлом, все там ля-ля тополя. Но в итоге старые, короче, кураторы позвали их обратно, и они встали в строй. Тот же Ахмад Хаджи Кадыров, он тоже, как выяснилось позже, являлся агентурой. И, ну, их много было. Поэтому, конечно, мы находимся в очень нехорошем сейчас состоянии находимся. И нам будет трудно, но или Ну, нам смотри, надо лучше... смириться, или нет. Вот там вопрос. Там выбор небольшой. Или ты говоришь, да, я россиянин, все. Или ты говоришь, ну, я согласен продолжать борьбу. Ни в коем случае не надо вести военную борьбу. Ни в коем случае. Тем более сейчас. У нас, ну, мы просто гибнем. Молодые 20-летние пацаны, да, они пассионарии, они понимают правильно, но им не хватает знаний и не хватает терпения. И мы гибнем. Нам не надо гибнуть. Нам надо сохраниться, объединиться, найти среди себя лидеров, например, сейчас в Дагестане, и продолжать, ну, вести информационно-просветительскую работу. И я думаю, все будет, потому что Россия недолго осталась, иншаллах. А с другой стороны, знаешь, какая ситуация? Это же НАТО, не НАТО, тоже накалено все вокруг нас. Очень сильно накалено. Если мы начнем сейчас какую-то дележку внутри, то есть этим могут воспользоваться, просто понимаешь, как слабостью, то или иное. Нет, сейчас вообще нам не надо ни в коем случае вооруженного сопротивления, конечно, вообще нельзя. Даже оказывать, я сторонник полной независимости и Кавказа, и Чечни. Я категорически сейчас призываю всех ни в коем случае не вести военное сопротивление. Всему свое время, нам не надо воевать. Мы должны понимать, растить поколение и понимать, что, как китайцы говорят, надо, если у тебя есть враг, сядь у реки и жди, пока его труп проплывет. Нам надо просто ждать. И китайцы сделают, и американцы за нас работают. Русские сами делают. Русские начинают просыпаться. Мы тут в Вильнюсе проводили форум. Ну, не мы, русские проводили форум. Там, конечно, Каспаров, это вот разные такие прикидывающиеся либералами, прикидывающиеся демократами люди, на самом деле, те же имперцы. И, ну, те же популисты, имперцы, конформисты. Но там были очень, я туда ездил пару раз, очень много думающих русских. Именно они понимают, они говорят, если мы не освободим, тот же Илларионов, Андрей Илларионов, он говорит, если мы не освободим народы, которые завоевали, мы русские не станем свободными. А империя и демократия это несовместимо. Ты не можешь убивать людей за то, что они хотят жить свободно. И сейчас у меня тут запись оборвалась. Тогда дальше, короче, секунду. Дальше тогда будет там стоп-кадр. Ну, и они не могут порабощать нас и жить свободными. Нет такого. Все, уже 21 век. Не бывает такого. Убивать чеченцев, умываться в крови чеченцев, приезжать в Москву и быть таким либералом, демократом. Ну, что такое демократия? Демократия же это же не то, что нам сейчас пытаются преподнести. Демократия, в первую очередь, права человека. А право на жизнь это основное право человека. Право на свободу слова это основное право человека. У нас этого нет ни в Дагестане, ни в Чечне, ни в России, нигде этого нет. Поэтому они это понимают. Многие русские, мы тут общаемся, понимают. Слабые русские в этом плане, они еще сильнее, чем мы, разобщены. И ты это прекрасно понимаешь. Но Скажу, брат,
Я тебя перебью на секунду, извини. Я Да-да-да. тебе скажу так, вот здесь вот конкретно в Москве, да, я не знаю, как в других регионах. Я встречал таких славян, которые а, очень человечные, знаешь, к нам, именно к нам. Вот есть такие, которые ну, как бы против нас, там, чурка, не чурка, понаехали, там, туда-сюда. А есть, которые готовы помочь тебе, реально, вот просто Есть, очистить. конечно, это бесспорно. И я как бы, я не против них, вот, но отчасти людей то ли запудрили мозги, то ли, я не понимаю, откуда у них столько злости, знаешь, вот даже вот на дорогах, вот мы сейчас ехали, какого-то типа подрезали, он сразу выскочил сбитый, короче, ты представляешь? Вот, то есть пришлось там ему очень долго объяснять, зачем, почему, там туда-сюда, там, вот, ну, смогли донести, вроде получилось, вот. Я вообще, знаешь, за что? Я за то, что все оставались людьми, в любом случае. Конечно, конечно. Нас поддерживали свои традиции, свои обычаи. Мы можем дела общие делать, много чего можем делать, вот. Но не надо там мешаться. Нас же пытаются там сейчас как-то смешать, что вроде как бы россиянин. Ну что такое россиянин по факту? А это же не национальность, это ничего, это просто это название в паспорте в нашем. Ну, да, Вот. это, конечно, но смотри, если бы Россия была бы адекватной страной, адекватной, ну, например, смотри, Мексика, например, оттуда, из других там американских соседних стран, все пытаются попасть в Америку. Ну, Россия же не ведет себя как Америка, да? Да, Америка там может для кого-то показаться плохой страной, где-то она там наводит свои порядки. Да, там к руководству Америки приходят люди, которые там совершают большие ошибки, в том числе и преступления. Но при всем при этом все хотят жить в Америке, едут в Америку. И никто не хочет жить в России. Потому что для чего Чечня хотела отделиться? Для чего вот мы хотим не хотим жить в составе России? Мы не хотим, чтобы еще раз повторялся геноцид. Просто так мы хотим стать субъектом международного права, чтобы нас в любой момент нельзя было загнать как скот в скотские вагоны и отправить там в Казахстан, Среднюю Азию или просто вырезать нас. Чтобы у нас своя культура развивалась, чтобы у нас были свои ученые. Нет в России чеченцу, лезгину, любому другому, там, не русскому, возможности развиваться в полной мере, наравне с Да, русским. Я когда все уехал, равно это извини, негласно, да, но это есть как бы, да, вот даже конечно, ты, вот даже не по вакансиям ходил, да, вот ты ходишь там, у тебя вроде есть профильное образование, ну у меня, да, конкретно там образование есть, там, да, высшее, там, еще что-то, то есть я служил в вооруженных силах, это, то, это, там, да, то есть как бы все, то, что необходимо есть, но ты приходишь, они сейчас, знаешь, как раньше мы для них все были на одно лицо, а сейчас они научились разбираться, они по фамилии, имя, отчеству определяют тебя. да-да-да. Вот ты заметил, я бритый, да? Вот. И то есть как бы, извините, вы нам не подходите, но как мы причину объяснять не будем. Я обозначу причину, потому что ты кавказец. Я у вас прав горячий там или еще что-то. Но, то есть и людям не дают работу, а на людей вот здесь вот с Кавказа просто склоняются по Москве. Я серьезно говорю. От того, что они не знают, куда приткнуться, что делать на самом деле. Ну да, Это реально так. Просто выйти даже вот здесь поснимать, знаешь, сколько наших просто слоняется, бедолаг, вот серьезно. И никто этим вопросом не занимает. Есть так называемые всякие общины в Москве, представительства, да, там, тех или иных там национальностей. Вот. Ну, пацаны боятся, то ли стесняются, ну как-то, то ли да не по это кайфу все, им обратиться. да-да-да, никто не, ну, нет такой программы, что занимается, потому что это все делается для того, чтобы пилить бюджетные деньги. А потом идет криминал, потому что некоторым приходится там что-то делать, там, понимаешь, из ряда вон выходящее, потому что ему хочется кушать. Ему надо домой отправлять какие-то бабки. А дома что он будет делать? За 5000 рублей камни кидать? Зачем ему это надо? Согласись. Да. Вот. И исходя из этого, то есть как бы какое-то ущемление идет, оно внегласное. То есть, как бы, вот, да, специально показывают, что есть кавказцы там в тех, но не дают выше там среднего то есть выше средней руководящей должности ты не поднимешься. Даже если у тебя есть знания,
И все остальное ты не поднимешь, тебе не дадут просто, тебя задушат. Ну просто элементарно снять квартиру попробуй. Вот в Москве. Открой cian.ru, читай строго славян, кроме ККК и Азии. ККК это Кавказ, короче. Да, Я да, знаю, да. я сталкивался. Я Даже сам работал в стал. этой сфере. Я когда снимать приходил квартиру в Москве, ну, с риэлтором договариваешься, все знают, что чеченец, ты говоришь, откуда, с Грозного, там, все такое. Приезжаешь, ну, вот у меня был один раз такой эпизод, пришел риэлтор, ну, этот маклер, или как он там называется, он мне говорит, подождите тут, и заходит, заводит русских, показывает им квартиру, и в случае, если эти русские отказываются, мне надо стоять, ждать. Он договаривается с русским и так нагрузку берет меня. В случае, если русские отказываются, тогда можно меня уже попробовать. Вот такого плана. И ты подходишь, стоишь, нету, нету, нету. Они там затягиваются, их разговор, там оформляются, еще что-то. И ты звонишь, где ты, что ты? Он говорит, я тут, сейчас подождите. Потом выясняется, что он оказывается в квартире. И выходит, что они... я как бы второй вариант. Я как второй вариант получаюсь. Поэтому, да, это в этом плане в России бытует. И вот в этой стране нам надо жить? Нет, нам не надо там жить. Я здесь в Германии, мне вообще никто не говорит, ты кто? Мою национальность спрашивают только для того, чтобы узнать о моей культуре. Просто чтобы поговорить со мной. Правда, я плохо говорю по-немецки, я только сейчас учу его. Но кто говорит там по-русски, там еще, да, а как у вас, а что у вас? Ну, в таком плане. И вообще, здесь считается плохим тоном вообще. Что-то сказать. Ты можешь там оскорбить человека, даже если это бывает, но если ты оскорбишь по национальному признаку, это позорно просто. Вот там сказать, ты там чурка, там... Здесь это чурка. Начинаешь спрашивать, что такое чурка, он говорит, слышь, ну, братан, я же тебе сказал, а начинаешь на него уже прям, знаешь, там жестко, что ты, ну-ка, обоснуй туда-сюда, там, ну, а я не тебе сказал, а кому ты сказал? Ну, ты знаешь, там приезжают всякие это кто? Честно, многие даже, у кого не хватает духа сказать в лицо, они за спину, они про себя так думают, я не знаю, откуда у них такая идеология, но есть такие моменты, что кто-то там из наших тоже там чуть-чуть моросил в том плане, там, танцевали лезгинку, стреляли в воздух, но это тоже на самом деле, ну, как бы, знаешь, не очень красиво. Это красиво, это культура, это ничего в этом плохого нет. Ну и что, стреляли, конечно, ну танцевать, что здесь? Приезжай, танцуй гопак. Вместо того, чтобы там, или какая у них там, какой танец они хотят, приезжай, только не на танке. Приедь и танцуй, показывай свою культуру. Мы же не нападаем на людей. И нам это вдалбливают. Даже мы сами говорим, ну это некрасиво. Почему некрасиво? Это наша культура. А этой культуре сотни лет. Мы если ее сохранили, посмотри, порадуйся, присоединись, если хочешь, танцуй с нами. Ну скажи, как красиво, реально красивый танец, мужественный, красивый танец. Почему нет? Ничего в этом нет. У нас уже выработано такое это, что мы как бы сами комплексуем по этому поводу. Нам уже даже неудобно, если кто-то там себя видит. Это они нас так очеловечивают. А знаешь, здесь еще есть такой момент. В России называется ассимиляция. Он должен ассимилироваться, вот ассимилировать. А здесь говорят интегрировать. Я женился на русской, потом нас дети там туда-сюда, и потом пошли после нас уже одни русские, и все, короче, и все. И на мне да, это ассимиляция это растворение в чужом обществе, а интеграция это наведение мостов. Ты должен остаться лезгином. В Москве ты, в Германии ты, где бы ты ни был там, ты остаешься лезгином. Просто ты уважаешь их культуру, они уважают твою культуру. И вы находите точки соприкосновения. Ты вносишь в их культуру, в русскую культуру, свое кавказское, лезгинское, свой колорит, и что-то у них берешь к себе, что тебе нравится, что тебе приемлемо. Это называется вот наведение мостов. Это интеграция. Ты интегрируешься в общество. Тебе не запрещают молиться, ты исповедуешь любую религию, ты можешь не исповедовать никакую религию. Это твое право. Но также ты должен уважать, если он, например, не верит в Бога или он в стул верит.
Ну, это его право, да, ну что поделаешь. Да, это глупо верить в стул, но если он верит, не верит в Бога, ну, это его право. А нам предлагают ассимилироваться. Нам говорят, растворитесь, перестань быть лезгином, перестань быть аварцем, перестань быть чеченцем. Ну, вот что. А это неприемлемо. Не потому, что мы националисты или фашисты. Нет. Это наша культура, и нас это устраивает. И должны уважать наши права. Если они хотят, чтобы мы уважали их. Я знаешь, что заметил еще, Руса? У нас говорят, кавказцы, преступники, там, туда-сюда. Я много занимался, я именно уголовными делами занимался. Я по профилю уголовник. И у нас получалось так, что попадают кавказцы, ну, наши совершают преступления, в основном, ну, там они тоже квалифицируются, тяжкие у нас, там, разбои, грабежи, вот такого плана, да, преступления совершают, там, другие национальности, там, цыгане, там, по кражам больше специализируются, там, армяне, там, по аферам, ну, есть такое, конечно, не четко разделено, но у каждого свое. И говорят, кавказцы там преступники там и так далее. Но на самом деле я понял, что пришел к выводу, что не мы преступники. В такой, ну что у нас это. Мы свои законы соблюдаем, потому что мы их уважаем. Даже те законы, за которые нам ничего не будет. Нас могут просто там словесно осудить. Да, там, родственники, друзья, наши соотечественники могут сказать, о, как некрасиво ты поступил. И мы тогда это не уголовное преступление, даже нравственное правонарушение мы не совершаем, потому что мы это уважаем. Но мы не можем приехать в Москву, когда ты, например, сам хозяин этой Москвы, там, гражданин там, русский, не соблюдает этот закон, то мы говорим, почему мы должны соблюдать этот закон? Ты должен уважать. Я сюда приехал в Германию, немец не перейдет на красный светофор сигнал ночью, когда нет никакой машины. Я не могу заставить себя перейти эту дорогу, потому что немец стоит. А если бы я был бы в России, и русские все идут, а я бы стоял бы, кто бы я был бы? Я бы лох был бы. И я бы тогда самый первый иду, потому что я же из Кавказа, я же самый крутой. Почему я должен стоять? Я должен идти, короче. А здесь немец стоит, ну не могу я заставить себя, да, мне не стыдно перед этим немцем перейти, потому что он стоит, и он скажет, как не стыдно ему, я-то стою. Вот как, почему нарушения происходят. Они сами не уважают закон. И в процентном отношении мы не отличаемся, что у нас больше преступников, у них меньше. Ну, если статистику я не знаю, но я думаю, одинаково или даже мы более законопослушные. Вот. Извини, знаете, кто хорошо относился? Вот единственный, кто из всех вот управленцев более-менее, это вот последний царь, который был предпоследний, по-моему, я не помню, как точно его зовут. Он называл «Мои ястребы», короче. Была же даже дивизия, дикая дивизия. Она участвовала в нем во многих войнах, про это все забыли. Все говорят, а где ваши подвиги? Первая война была русско-австрийская, австрийцы офигели, когда наши, короче, на конях с шашками просто на оголом летели. И они говорят, надо сдаться, плен, вам надо сдать оружие. Как сдать оружие? Ты что, гость, что ли? Как сдать оружие? Сам сдавайся. Вот, почитай, это очень многие пишут, это доклады самих генералов, они с огромным уважением относились. И джигит, слово джигит, это была гордость. А сейчас это как-то пытаются с мусором смешать, с криминалом там, со всякой фигней. Почему? Ну, видишь, когда выгодно, я, например, дикую дивизию, конечно, да, дикая туземная дивизия она называлась, они, это те же кадыровцы тех времен. Я отношусь к этому категорически, ну, как бы я это не приемлю. Мы не должны служить ни русскому царю, мы никому. Мы должны служить своему народу, своей стране. Сейчас те же кадыровцы ездят в Сирию, они там пользуются большим уважением, там эти алавиты, они там охраняют Асада, там вокруг базы военные российские охраняют авиабазы, и они пользуются там уважением, но при всем при этом они ведут
воюют за российские интересы. Даже не российские, а путинские они в данный момент. Тогда они за царские интересы воевали. Сейчас царь Путин, они воюют за это. Поэтому, но то, что нас уважали, да, это мы и в армии себя, ну, мы везде показываем себя не хуже. Вот в том-то и дело, если у нас были бы равные условия в России, мы бы занимали бы намного лучшие посты. Потому что из нас лучшие сейчас посты занимают в России не те, кто реально способен, реально талантливый, а кто готов стучать на своих, готов прислуживать. И не самые лучшие у нас поднимаются. Агентура, я знаешь, как попал в Петербург? В 95 году был набор Ельцина, военной пострадавшей Чечне, такой набор был. И молодежь Чечни. Нас готовили, кадры готовили, для того, чтобы потом мы возглавили Чечню. Потом это я понял. Шла первая война, первый год войны, я лазил везде, во всех движениях, там, пытался там везде посмотреть, увидеть, потрогать. И меня отец, мать захотели отправить подальше от дома, чтобы я уехал. И был вот такой вариант, без экзаменов. В Чечне сдавали экзамены, потом я в Петербург уехал, и в Петербурге сдавали экзамен. И нас отправили учиться. Это вот к тому, что как готовили кадры. Когда мы туда приехали, мы первый год-два нас никто не трогал. На третьем курсе мне пришло письмо в конверте в общежитие. И вызывают, короче, там назначается дата, время. Я приезжаю, прихожу, и там радиоэлектронный такой разобранный кабинет, ну вот старое вот эти радиооборудование разобранное, ну 100% там камера была. И человек представляется: здравствуйте, я там, по-моему, майором он представился. Наверное, вспомнит он, если сейчас это услышит. Или капитаном. ФСБ, короче. Здравствуйте, 98 год. И говорит, так и так. И все. Я 3 года отучился, вроде неплохо учусь там, ну, не скажу, что там на отлично, но учусь, короче, не отчисляю. Некоторых у нас отчислили, ребят. И мне говорят, вот, давай сотрудничать. Я говорю, ребята, я же гражданин Ичкерии. А первая война закончилась, это 98 год. Я же гражданин Ичкерии. Я говорю, как я буду работать? Меня на первом столбу повесят, там, если я приеду, узнают, что я работаю на... Этого, извини, брат, сотрудничать в плане вот этого, да, ты имеешь? Да, сотрудничать это ФСБ. Я должен подписать документы, что я сотрудничаю с ФСБ. Ну и я, короче говоря, ну это долгая история, я отказался, меня отчислили, я перевелся потом в Москву, год, потом вторая война началась, я перевелся в Москву и там уже в Москве заканчивал вуз. Я что хочу сказать, вот так нас готовят, еще со студентов вербуют, со студенческих лет, а если отец мой сотрудничает с ФСБ, 100% на кого-то он настучать должен, правильно? Он же должен результат делать. И даже если я не хочу, то приходят ко мне и говорят, смотри, вот видишь, твой папа работал, вот смотри, документы, на того настучал, если ты сейчас не будешь с нами сотрудничать, то мы тебя отдадим документы тем, информацию, и тебе кровная месть будет, ну или проблема будет, или опозорим тебя, еще что-то. Ну, и маленькую услугу окажи. Ну там просто надо это, ну мелочь там. Все один раз и все, и больше ничего. Один раз оказал, второй раз, третий раз, ну и так далее, ты втягиваешься в это. Поэтому над нами работают конкретно. И пока мы это не осознаем, не пресекем. И некоторые сами идут, самое главное. Сами бегают за ними. Возьмите нас, чтобы мы стучали. Не действующим сотрудникам. Действующий сотрудник это уже считается там элита. Просто стукачком. Чтобы ты там доносил, и тебе разрешают там чуть-чуть должность занять. Потому что простой стукач им тоже не нужен. Им нужен, кто будет там поднятый стукач. И вот вся наша элита состоит из стукачей. По итогу такого, они же
же потом по итогу не дают ему жизни, он по итогу, они его закрывают и там дальше дожимают, короче, уже, ну, помогают ему уйти, короче, я как знаю. Ну, Вот. скажем так, не всегда, конечно, есть люди, которые доживают до своей смерти. Еще зависит от человека, как он там виляет, потому что там можно еще манипулировать и спецслужбами. Ну ты все равно на крючке. Ты не можешь, они тебя проверяют, они годами тебя могут проверять. Ты можешь общаться с агентом, думая, что это задание у тебя. Ты выясняешь у него информацию, а он тоже агент. Ты как бы на него стучишь, а он потом рассказывает, о чем мы обсуждали. Там целый, это такой механизм. У них все, они вербуют всех, ну, кого можно, кого можно. Здесь, ну, много есть историй, я потом по ходу буду рассказывать. У меня много есть компромата, информации. Буду потихонечку выкладывать и думаю, будет интересно. Да, самое главное, чтобы мы, все, кто там есть нас, такое меньшинство вообще, а вот всех, да, вот все национальности там разные, там, которые есть. Я просто что хотел сказать, у Шамиля же получилось, ты говоришь, у Шамиля же получилось объединить все наши национальности. Вот этот Дагестан вообще это сделал он. По факту там были тейпы, одни тейпы были, если ты знал. Ну, народы. Да, у него же получилось, значит, нужен один такой же умный, грамотный. Да, вот, очень начитанный. Будет. И обязательно религиозный человек, который верует очень сильно, потому что тот человек, который не верует, у него нет даже своей дисциплины самоуважения, это в любом случае. Я так думаю. Без религии, конечно, религия для нас всегда имела на Кавказе большое значение. Мы, ну, не можем, конечно, мы ни в коем случае не можем отказываться. Ну, это невозможно. Нет, там, за чеченцев могу сказать, чеченцы без религии это уже как бы, ну, неполноценный. Это часть нашего бытия, нашей сущности. Конечно, у нас могут быть и иудеи жить, и христиане жить, и буддисты жить, кто угодно на нашей территории. И могут жить, и у них должны быть права. Мы должны быть цивилизованы. Да, и живут, да, и мы уважаем их всех, и будем их уважать. Как называли у нас, сейчас извини, вот, кстати, тебе информация, их называли Каджар, короче, Каджары. Кого? Это евреи, брат. Они жили только в деревне, не любят море, они всегда живут только возле моря, как я понял. Таты, да, горские евреи, таты. Горские евреи, горные евреи, они очень дерзкие, кстати, они духовитые, ну, в смысле, у них менталитет, как у нас, вот. Да, я знаю. Позволяли, вот, и вообще очень много там всего в этом плане. А еще я хотел бы нашим братьям сказать, чтобы они почаще делали сабур между собой. Я заметил, сколько раз. Совершенно верно. Не могут. Нужно сделать сабур, братья, сабур. Конечно. Нужно уважать друг друга. Нужно где-то уступить чуть-чуть друг другу. Вот. А если мы будем друг друга давить, то мы, в принципе, сами все сделаем в другую сторону. Конечно. Это самое важное. От этого от нас и добиваются, чтобы мы были разобщены. Мы едины. Абдурахман Автурханов есть такой известный ученый, советолог. Сейчас его уже нет живых. Он здесь в Мюнхене, кстати, похоронен. Он антисоветчик был очень ярый. Он нас называл кавказской нацией. Он не делил чеченцев, дагестанцев, кабардинцев. Мы говорим, мы друг без друга мы не можем. Да, нам в любом случае нужно понимать, что у нас много общая история, у нас много менталитет у нас практически один. Я оказываюсь в дагестанской, любой кавказской компании, даже среди грузин, которые не мусульмане. Я себя чувствую вообще как среди чеченцев. Я себя комфортно чувствую среди этих людей. Любых. Мы знаем друг друга менталитет, у нас очень все схоже. Легко нам. И страны в Европе, которые столько лет между собой воевали, находят это. Они поняли, и мы, которые хвалимся, что мы такие терпеливые, такие все культурные, такие высокоразвитые, и мы не можем найти. Нам, ну, позор. Мы не должны этого близко допускать. И никогда ссориться, там, ты там дагестанец, ты там чеченец, ты там ингуш.
Это категорически нельзя. А вот слушай, Ичкерия, это же по идее вы были вместе с ингушами, да? А что произошло у вас? Почему Ингушетия отдельный сейчас регион, а вы отдельный? По факту Ичкерия, как знаю, это был, ну, то есть чечено-ингушская, правильно, земля общая? Да, Правильно? да, там знаешь, какая ситуация была? Там, когда в 90-м, мы вышли из Советского Союза, мы вышли в 90-м году, не из Советского Союза, из РСФСР. Мы все были А, автономными республиками, да, в РСФСР. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, мы входили. В Советском Союзе было 15 союзных республик. Украина, Грузия, Армения, Таджикистан, Узбекистан и так далее. А мы имели меньше прав. Это мы были ущемлены всегда этой нашей великой России, всегда мы ею были ущемлены. И мы вышли в 90-м году, Завгаев, тогда у нас был Завгаев, он, когда РСФСР принял, Ельцин боролся с Горбачевым, чтобы за власть, и тогда они приняли закон о суверенитете РСФСР. И разрешалось взять всем суверенитет сколько хочешь. Татарстан взял, Башкортостан взял, и Чечено-Ингушская республика взяла. И мы стали союзными республиками на тот момент. Но в 91 году пришел Дудаев к власти, Завгаева прогнали, и мы решили выйти из Советского Союза. Мы уже в 90-м вышли из РСФСР и стали на правах союзной республики. А в 91 году, когда уже Совок развалился, все страны, все республики разошлись, и мы решили разойтись. Тогда ингуши решили остаться в составе России. Ингушская они, делегация или добровольно. кто-то там из них решил? Что Я ты... говорю, прости, они это решили, ну, то есть, каким образом? Они это все вместе решили, все люди? Нет, Или референдума какая-то... они не проводили. Их делегации, их представители власти, они решили. Но я так думаю, у меня есть догадки, конечно, это ну, не стопроцентная информация. Аушев был тогда генералом, и Дудаев был генералом, они лидеры на тот момент были. Я так полагаю, два генерала, зная, что такое Россия, что это за зло, особенно с армией, они знали самую суть этой России, они договорились, что поэтому между нами и граница, я считаю, это мои догадки, я ни на что не претендую, они договорились, что сперва Чечня выйдет, установим с другими странами отношения, признают нас ООН, мы получим место в ООН, станем независимым государством, и тогда, не имея границы, мы потихонечку попробуем Ингушетию присоединить. Я так полагаю, это был такой план, что, а в случае, если не получится, то Ингушетия будет внутри России нашей базой, где мы сможем беженцев спрятать в случае войны и так далее. Я думаю, это был такой мудрый ход этих двух людей для того, чтобы поэтапно выйти из России. Потому что слово России русских властей это, ну, это ноль. Ноль это хорошо сказано, ноль с минусом. Потому что это наоборот. Если они сегодня что-то говорят, это не значит, что завтра это будет то же самое. Это значит, что завтра это 100% это будет не так. Поэтому они это знали. Я считаю, поэтому ингуши вышли из Чечено-Ингушетии. Мы разделились, и мы остались Чеченской республикой. Мы тогда не назывались Ичкерия. Мы в 91-м приняли Конституцию. В 92-м мы приняли Конституцию. В 93-м в декабре русские приняли. Россия приняла Конституцию. Куда нас незаконно вписали. Мы уже были Чеченская республика, независимое государство, у нас были межгосударственные договора, мы не участвовали в приватизации российской собственности, когда приватизация происходила. Мы ни в чем, ни в выборах не участвовали, ни президента России, ни в чем не участвовали. И в 92 году, когда они приняли свою конституцию, они в нее вписали Чеченскую республику. И тогда уже Дудаев добавил слово Ичкерия. Наш парламент это принял решение, чтобы не оказаться той республикой, которая находится, зная, к чему это придет. Потому что если есть в Конституции, то надо завтра восстанавливать конституционный строй России, целостность России, и это война. И мы тогда изменили Чеченскую республику на
Чеченская республика Нохчичо изменили на Чеченскую республику Ичкерия. Но это нас не спасло, как мы знаем, пришлось все-таки повоевать. Вот так, я так считаю, что мы поэтому с ингушами, мы один народ с ингушами, в принципе, и будем всегда. Просто Ногчи, у них война в Кью. Война в Кью. Да, да. В войнах это наши люди. В войнах. Да. Наши люди. Так мы, ну, по факту, один народ. Это сложный вопрос. Я считаю, что мы все нохчи. Но ингуши считают, что они, Волга, это отдельный народ. Если так хочет брат и хочет отдельно называться, это его право. Я как толерантный абсолютно человек, я за. Хочет он называться отдельным народом, хочет, ну, это его право. Хочет он границу, это тоже я. Мы всегда договоримся. Вот так вот. И я знаю, что хотел еще добавить, то что нужны какие-то специальные службы. Вот. Это можно сделать просто общественным. Есть сейчас такое волонтерство, знаешь. Вот. Можно нам самим это просто организовать, те или иные волонтерские моменты. Специальные службы в Москве, которые будут пацанам нашим помогать устраиваться на работу. Я просто еще раз хотел этот вопрос обязательно подчеркнуть. Очень много ребят здесь просто болтаются, а возвращаться стыдно с пустым, понимаешь, туда. Либо некуда возвращаться просто, либо даже нет на дорогу. Там. Я знаю, что есть джама, там туда-сюда они много делают, но есть ребята, которым ну реально как-то неудобно, что ли, или еще что-то там, как-то обратиться к тем или иным людям, там, знаешь. То есть, как бы, нам самим нужно организовать эту общественную службу, сделать какой-нибудь общий фонд, туда закидывать копейку вот для таких вот реально нуждающихся людей, а не там на показуху это все делать. Вот. Как вот недавно, допустим, Сулейман Керимов приехал в Дербент, раздал садака, пришли все его брать. Не нуждающимся, они могли узнать, кто нуждается, у кого там 7 детей, там, кого воспитывают бабушка и дедушка, ну нету этих там мужчин в доме, там, да, туда отправить. Они просто приехали на машину, встали на площади и организовали там такую давку. Я просто видел, туда я пришли видел. все. Да, если ты знаешь, да, вот это недавно было, то есть он делал там садака. Да, вот, я видел. Вот, ну там, это не очень правильно, это не организовано все, как ты знаешь, пришел, раскидал там и ушел. Как-то нужно более организованно, более грамотно подходить. Это нужно самим все организовывать. Просто из-за того, что ты правильно говоришь, ты подчеркнул, мы все разобщены. Вот, пока мы делим там какие-то там территории и строим забор выше, чем у другого соседа, чтобы сосед, короче, один. У нас же есть такого кавказца, знаешь, вот я поставил себе вот такой забор, да? Ты увидел, да, что я вот такой забор поставил. На следующее утро специально в долги залез, еще что-то там сделал, поставил выше моего забора. Зачем? Понимаешь, зачем? Вот это вот у наших есть у всех, отвечаю, у всех просто. Да. Или там сын туда уехал, там, а что он делает? Он там уже камеры купил, уже это купил, то купил. Да не об этом надо думать. Все пытаются обогатиться. Нужно думать о том, что мы оставим после себя, какие поступки, что мы оставим нашему поколению. Вообще, что мы конкретно из себя представляем. Нужно работать с каждым, с нашим, вот тут просто болтаясь еще. Случилось. Может, нужна психологическая даже помощь какая-то, понимаешь? Вот. Ну, разное бывает у людей, но они почему-то брошенные, просто болтаются. Большинство по улицам просто говорит, брат, вот один вот я тут встретил, он говорит, у меня кроссовок даже нету, я по-братски отвечаю, вынес и отдал вот свои. Ну, просто, я не мог на это смотреть, знаешь, там, пройти мимо, там, у меня просто нет возможности сейчас пойти ему купить новые. Ну, была бы, я бы это сделал. А если бы у нас было бы братство, где каждый хотя бы 1 копейку или 1 рубль туда ежемесячно закидывал бы со своего дохода, и это реально шло бы на нужды. Да. Это вся проблема в том, что мы не свободны в своих действиях. Нами руководят люди, которые думают не о нас, а о том, кто их назначил. А их назначает Москва. А Москва требует пилить бабки, держать нас в страхе, подчинении. Вот вся беда. Опять мы возвращаемся к истокам. Исток то, что мы не свободны.
Ну, конечно, надо заниматься отдельно вот этим правозащитой, волонтерством, гуманитарной помощью. Конечно, это надо. Надо организовываться, да. Вот для этого мы и занимаемся. Не для того, чтобы там воевать, а для того, чтобы объединиться. И когда труп проплывет нашего врага, заняться своими делами. Ты молодец, ты просвещаешь людей, брат. Я хотел бы тебе пожелать огромных успехов. Вот конкретно я вот готов участвовать во всех этих моментах. Спасибо. Реально там все, что от меня зависит, там, иншаллах, да, помогать делать там. И я бы хотел бы реально, чтобы у всех у наших было все хорошо, иншаллах. Не то, что там, чтобы они там богато себя чувствовали, просто хотя бы, чтобы в элементарных вещах не нуждались, там, были сыты, обуты, образованные и не болтались, знаешь, вот это самое главное. Вот. В целом так. Все, хорошо-то. На этой хорошей ноте тогда попрощаемся, Руслан. Давай, брат. Хорошо. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Давай. Давай, брат.